Коронавирус добрался до Казахстана. Известно уже 4 случая, все заразившиеся прибыли из-за границы. Власти ужесточают введенные вчера ограничительные меры. Тем временем в Алматы граждане в супермаркетах и на рынках закупают продукты впрок. Власти заверяют, ажиотаж беспочвенен, еды хватит на всех. Мы вообще изначально собирались за продуктами, но теперь видим, сколько тут людей, и надо бы набрать чего-нибудь. Ну вообще да, из-за карантина, да. «Инвестируй в добро». Под таким лозунгом в Бишкеке открылся первый социальный магазин. На прилавках товары изготовлены пенсионерами, многодетными семьями и людьми с ограниченными возможностями. От покупателей отбоя нет. Очень рада то, что может принести пользу не только себе и своим родным, да, готовя эти продукты, но и другим людям. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Коронавирус добрался до Казахстана. Пневмонию нового типа диагностировали у 4 граждан страны. 3 прилетели на днях из Европы. Зараженных изолировали в специальном стационаре. 1 инфицированный пока находится за рубежом. Все подробности у Ернура Дожанова. В Минздраве все-таки дождались. Как прогнозировал ранее главный санитарный врач страны, коронавирус пришел на этой неделе. Пневмонию нового типа выявили в Нур-Султане и втором по значимости городе страны Алматы. В столице инфицированной оказалась женщина. Она прилетела вчера из Италии. Что касается Алматы, там коронавирус обнаружен у мужчины 1974 года рождения и женщины 1984 года рождения. Они на днях прибыли из Германии. В этой стране, как выяснилось, коронавирус подцепил еще один гражданин Казахстана. Это отец одного из дипломатов. Он все еще находится в Германии. После тщательных проверок мы получили подтверждение, положительный результат, и у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача данные пациенты были помещены в инфекционный стационар. Прибывших зараженных коронавирусом разместили в специальных стационарах столицы и Алматы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Тем временем власти усиленно ищут тех, кто летел с инфицированными одним рейсом и хоть как-то контактировал с ними по прилету. В соответствии с алгоритмом мы сейчас приступаем к их изоляции, то есть поиску и помещению их в соответствующие карантинные объекты. То есть это не больные люди, еще раз повторяю, они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Если у них будут симптомы, мы будем их обследовать. Все четко по алгоритму. В связи с обнаружением коронавируса в стране вступил в силу анонсированный ранее чиновниками план «Б». Об этом сообщили в Минздраве. Это значит, что власти могут ввести режим чрезвычайного положения и объявить общенациональный карантин. Но Кабинет министров и сам президент страны хранят молчание. Пока же казахстанцев призывают сохранять спокойствие и не сметать с прилавков продукты. Мол, необходимых товаров хватит на всех. Нету никакого дефицита. Возможен дефицит информированности, но никакого дефицита товаров мы не допустим, и не будет. Это зависит от всех нас. Не нужно создавать ажиотажно. Тем временем власти ужесточают введенные вчера из-за коронавируса ограничительные меры. Так президент запретил госслужащим выезжать в зарубежные командировки. Свой рабочий график даже пришлось подкорректировать самому Касым-Жомарту Токаеву. В алматинских супермаркетах ажиотаж все-таки начался. Люди стали скупать продукты с большим сроком годности. Видео с длинными очередями у кассы быстро растиражировали в интернете. Тем временем в управлении предпринимательства считают, что шумиху в магазинах казахстанцы создали сами, поддались панике и поверили фейковым роликам. Если на самом деле бум на рынках и в супермаркетах в Алматы, и какие именно товары закупают казахстанцы, знает Шолпан Оразбекова. Все хлебобулочные изделия, видите, каждая булочка, все только упакованное теперь продается. В крупных супермаркетах Алматы уже предпринимают все необходимое, чтобы обезопасить своих клиентов. Пиар-менеджер сети наглядно показывает, в каком виде теперь продаются их продукты. Дмитрий Шишкин признается, ажиотаж накануне в их супермаркете все же был. Но уже сегодня народ успокоился. Таких очередей, как минувшим вечером, пока нет. В основном не скоропортящиеся товары, которые люди могут хранить. Это крупы, макаронные изделия, сахар, бытовая химия. Вчера на момент где-то на 8 часов вечера поток вырос на 15%. То есть в среднем по сети это не критичная совершенно ситуация. Информация о том, что в магазинах мешками скупают продукты и практически на глазах пустеют прилавки, распространили в соцсетях. Особо популярными стали видеоролики с длинными очередями и покупателями с несколькими тележками. Это видео было снято накануне. А вот подобные кадры были сделаны ради хайпа, считает Шишкин. Их было 2 – про Алматы и Нур-Султан.
В Нур-Султане там была поломка оборудования, одну банету, вот такой холодильник, который на полу, его разгрузили, чтобы отремонтировать, и товар, чтобы для сохранности в другой холодильник перенесли. И тоже это видео сняли. И ну, это сейчас, как бы, может быть, смешно будет вспоминать через 2-3 дня, но это привело, к сожалению, вот к ажиотажному спросу. Однако сами покупатели говорят, что это плановый поход за продуктами. И только единицы честно признаются, что сегодняшняя закупка – подготовка к карантину. Мы вообще изначально собирались за продуктами, но теперь видим, сколько тут людей, и надо бы набрать чего-нибудь. Ну вообще да, из-за карантина, да. Вы к карантину готовитесь? Нет. Почему не готовимся? Мы всегда один раз закупаемся на неделю, гостей ждем, вы знаете. Паника нужна только шпионам. Не, ну я не знаю, к концу света, что ли, готовятся. Я считаю, что это вот вообще... Или к тому, что выходить нельзя будет. Но я считаю, что лучше все хорошо будет. На рынках картина немного другая. На обычном небольшом базаре в микрорайоне Тастак все так же, как и раньше, уверяет администрация рынка. Люди пытаются сохранять спокойствие. Но между делом становится ясно, что спрос на овощи и фрукты все же вырос. Ну так особо никакого такого волнения не ожидается. Ну, по продуктам, да, конечно, люди запасаются, берут все. А так в обычном режиме идет стандартно. Намного активнее торговля идет на оптово-розничном рынке. Здесь и правда есть спрос на муку, сахар и подсолнечное масло. Менее популярны мясные изделия. Сейчас мясо особо не берут. Все продукты закупают муку, масло, сахар. Люди сейчас много становятся? Много. Да? Прям мешками закупают? Да. Макароны берут, там что еще берут много? Чуть тушенку разбирают. Администрация этого рынка не скрывает продукты и правда раскупает мешками. Но отмечает, спокойствию местных жителей можно только позавидовать. Со вчерашнего дня, да. Со вчерашнего дня вот заметно, что люди ходят, закупаются. У нас в основном мешками берут муку, рис и сахар, подсолнечное масло и все. Особо так. А так, чтобы такого ажиотажа, паники такого нет. В управлении предпринимательства просят сохранять спокойствие, ведь при ажиотаже цены на товары могут взлететь. Где люди активно там стоят в очереди, закупаются. Этого делать не надо. Мы вот вам открыто, официально это говорим. Почему? По той простой причине, что они сами создают на сегодняшний день своими действиями маневренность для спровоцирования роста цен. Такова ситуация в Алматы на сегодня. Сумеют ли жители южной столицы сохранять спокойствие после сегодняшней новости о случаях выявления коронавируса в Казахстане, неизвестно. Но и в управлении предпринимательства, и в крупных супермаркетах поспешили успокоить местных жителей. Говорят, продуктов питания хватит на всех. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан, Алматы. Готов ли Казахстан противостоять коронавирусу и насколько готовы медучреждения и врачи к пандемии COVID-19? Об этом я поговорил с президентом общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт Туменовой. Госпожа Туменова, вот в Казахстане уже зафиксирован первый случай коронавируса. В силах ли правительство Казахстана, Министерство здравоохранения сдержать распространение вируса? Как вы думаете? Ну, говорят, знаете, есть такая пословица, что цыплят по осени считают. К сожалению, наверное, сейчас трудно определить. Все будет видно тогда, когда мы локализуем эту вспышку, подведем ошибки, что было сделано правильно, что неправильно. Давайте тогда более детализируем ваш ответ. Как вы оцените готовность Казахстана противостоять коронавирусу? Все ли есть в наличии? Готовы ли медработники, медицинская система, инфраструктура в целом? Как вы думаете? Меня тоже смущают некоторые вопросы. То есть члены правительства, наше министерство говорят, что мы все готовы, отчитываются, ведут постоянно сообщения об этом, то есть надо отдать должное, постоянно информируют. Но они говорят, все готово, все есть препараты, есть необходимые дезинфицирующие средства, есть лекарственные средства, есть маски, те же самые обычные. То есть народ не подразделяет их на какие-то особые для медицинских работников и для населения. Но, тем не менее, в аптеках масок вот, банальных нет. То есть, если на самом деле это уже не совпадает, то вызывает сомнения и другие перечисленные выше предметы для индивидуальной защиты. То есть, я бы хотела знать о том, что, извлекая уроки из этой вспышки, которая происходила в Китае, там погибали люди пожилые от того, что не могли дышать.
То есть нужны были аппараты индивидуальные, аппараты вентиляции легких. То есть обеспечены ли мы этими аппаратами? Достаточно ли санитарно-гигиенических всяких необходимых предметов? Те же самые ДЭС-средства, те же самые маски, те же самые халаты, те же самые там перчатки там, и так далее, в достаточном количестве, потому что даже Китай, который все это производит, то есть там была проблема. И сейчас многие страны, которые производили эти предметы, необходимые для санитарно-гигиенической обороны, так скажем, они закрыли поставки в другие страны, оставили для своего народа. Насколько мы с этим обеспечены? И если Китай по ходу развернул и построил большой госпиталь на 1000 коек, то есть, получается, не хватило стационарных коек. Насколько мы готовы к этим? Обычно в случаях таких вспышек открывают эпидстационары. То есть, может быть, мы построить-то нам, может, нет необходимости, там-то миллиардная страна. Но готов ли такой эпидстационар? Не карантинный, а тот, который будет оказывать помощь и который будет госпитализировать тяжелых больных. Оснащен ли такой госпиталь? Особенно в первую очередь в таком большом городе, как Алмата, и вообще в областных центрах. Как вы думаете, почему так поздно коронавирус пришел в Казахстан? Многие предполагают, что вирус пришел в страну и в другие страны Центральной Азии давно, просто его не могли обнаружить. Что вы думаете об этом? Вы знаете, этот вопрос очень широко обсуждается, и в том числе среди эпидемиологов, специалистов, международников, и пока никто на это ответ дать не может. Поэтому я тоже затрудняюсь, не могу это ничем объяснить. Обвинить и сказать, что где-то идет случай, который мы не диагностируем, но в тяжелых случаях люди бы погибали. Может быть, легкие случаи были, которые они перенесли. Все может быть. В $4000 может обойтись кыргызстанцам нарушение карантина. Правительство вводит штрафы для прибывающих из стран группы риска. Республика вовсю готовится ко встрече инфекции, но чиновники все еще надеются, что обойдется. Дарья Тимофеева продолжит. Из Германии прямиком в карантин направились 2 депутата и несколько сотрудников парламента. Нардепы останутся на 2 недели дома. Уже завтра путешественников ждут более строгие меры предосторожности. Даже транзит через Германию, Италию, Испанию, Иран, Китай, Корею и Францию обернется наблюдением в больнице. За нарушение карантинных мер солидный штраф до $4100. Все лица, которые последние 30 дней побывали назовем в странах риска, они на территории Кыргызской республики не пропускаются. Сразу оформляется акт непропуска, и этим же бортом они отправляются в страну отправления. Наши граждане, которые побывали в этих странах, после прохождения пограничного контроля, сразу же немедленно на месте передаются сотрудникам санитарно-карантинного пункта. Под наблюдением врачей сегодня 303 человека. Минздрав и МЧС могут принять новых пациентов. Подготовили более 1500 коек для потенциальных зараженных. Пока же чиновники не без радости отмечают, коронавируса в стране нет. Она никак не может быть даже скрыта. И он никак не может просто так пройтись. Ну, сами по странам видите же, да? Один человек пришел, и он сразу проявляется. Поэтому здесь я вам могу сказать, в Кыргызстане сегодня нет коронавируса зарегистрирован. Вот на сегодня. Депутаты думают отказаться от зарубежных командировок. Премьер уже ввел запрет для подчиненных на полеты в страны, зараженные коронавирусом. В Кабмине почти каждый день обсуждают не только эпидемиологическую ситуацию, но и подсчитывают убытки от новой инфекции. Из-за распространения коронавируса отечественная экономика несет потери, но здоровье населения для нас важнее. Сейчас запасы сырья есть, но неизвестно, как скоро и каким путем могут возобновиться поставки. Здесь появляется возможность не просто выявить наши минусы, но и попытаться наладить с нуля свое производство. Школы и университеты работают в прежнем режиме. Отменять из-за пандемии COVID-2019 перепись населения и выборы в нескольких городах власти Кыргызстана пока не собираются. Под карантин попали только торжества в честь Науруза и другие культмассовые мероприятия. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Бишкек.
Американские фондовые биржи закрылись крупнейшим падением индексов с черного понедельника 1987 года, когда промышленный индекс Dow Jones просел максимально за всю его историю на 22,6%. Крупнейшие и самые значимые индексы упали в среднем на 10%. Сильнее всего ушли в пике акций нефтяных компаний. Сразу после открытия бирж индексы упали на 7%, после чего торги приостановили на 15 минут. В ходе торгов Федеральная резервная система США объявила о поддержке американского рынка на $1,5 триллиона, после чего фондовый рынок ненадолго прекратил падение. Как сообщают американские СМИ, падение акций усилил запрет на въезд в США из стран Евросоюза из-за распространения коронавируса. Также биржевые индексы снижаются на фоне падения цен на нефть. По официальным данным МИДа Таджикистана, в Италии сегодня находится 30 граждан страны. Сотрудники посольства во Франции поддерживают с ними связь. Будут ли эвакуированы таджикистанцы и будет ли оказана помощь со стороны посольства в МИДе, не уточняется. Студентка Римского университета Ла Сапиенца из Таджикистана Камила Исамова говорит, что большинство студентов этого вуза из стран Центральной Азии разъехались по домам еще до введения карантина по всей стране, но некоторые все же остались. По словам девушки, жители соседних домов время от времени вывозят на каретах скорой помощи. В городе есть серьезные ограничения. Выходить на улицу можно только в определенное время за продуктами или в аптеку. Собираться группами в общежитии запрещено. В очереди в столовой нужно стоять в пределах ограничительных линий. Несмотря на это, паники среди студентов из Центральной Азии нет. Например, мы не даем карточку больше из рук в руки. Она все время у нас. Мы просто ее показываем, прикладываем. Новая система. В столовой мы не можем сидеть по 2 человека, потому что должна быть дистанция 1 метр между людьми. То же самое, мы не можем выходить из своих домов. Камила Исамова также говорит, что студентов из Узбекистана внесли в специальные списки посольства этой страны на случай эвакуации. И сообщили, что при необходимости узбекское посольство может помочь в вывозе студентов в Таджикистан. Я приняла решение остаться, но так как моего посольства здесь нет, я обратилась в посольство Узбекистан, чтобы проинформировать, что я здесь остаюсь. Но мне сказали, что на учет меня ставить не будут. Если будут вдруг эвакуировать, они мне дадут знать, и меня эвакуируют. В принципе, пока, я думаю, мне посоветовали уезжать, но так как рейсов нет, это невозможно. И на самом деле мне здесь спокойно. Все больше знаменитостей и высокопоставленных чиновников по всему миру заражаются коронавирусом. Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Филиппин Родриго Дутерте помещены в карантин с подозрением на вирус. УЕФА из-за роста числа заражений среди футболистов сегодня приостановила все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. Продолжит Акрам Абдукахор. Лидером по числу высокопоставленных чиновников, зараженных коронавирусом, остается Иран. Там вирус обнаружен примерно у 3 десятков депутатов национального парламента. На этой неделе иранские СМИ сообщили о смерти новоизбранного депутата Фатимы Рахбар и члена совещательного органа при высшем руководителе Ирана Саеда Мухаммад Мир Мехамади. Сегодня стало известно о заражении Али Акбара Вилаяти, ближайшего советника верховного лидера Ирана. Его поместили в карантин. А вот о самом духовном лидере страны местные СМИ не сообщают. Главной новостью западных изданий сегодня стало сообщение о положительном тесте на коронавирус у бразильского чиновника, который на прошлой неделе вместе с президентом Бразилии посещал с визитом в Вашингтон. СМИ распространили фото, на котором Фабио Вайнгартен стоит рядом с президентом США. В Белом доме заявили, что Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с бразильским чиновником, и необходимости сдавать им анализы на коронавирус нет. Тем не менее, президент Бразилии Жаир Болсонару сдал анализы на коронавирус и помещен под наблюдение врачей. Я ношу маску, потому что в моей недавней поездке в Соединенные Штаты один из людей, сопровождавших меня в этом рейсе, прошел по прибытии в Сан-Паулу обычный тест, и проверка дала положительный результат на коронавирус. Я верю, что в ближайшие несколько часов у меня будут результаты моего теста и некоторых других людей, которые были со мной в той поездке. Другим высокопоставленным чиновником, оказавшимся в изоляции из-за коронавируса, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Тест на вирус у его жены оказался положительным. У Софи Грегуар Трюдо коронавирус обнаружили после ее возвращения из Лондона. Хотя у самого премьера никаких симптомов COVID-19 не обнаружены, тем не менее Джастин Трюдо решил уйти на добровольный карантин.
Помимо чиновников, коронавирусом заразились известные люди из мира спорта и шоу-бизнеса. Накануне мировые СМИ сообщили о заражении актера Тома Хэнкса с супругой, тренера футбольного клуба «Арсенал» Микеле Артеты и звезды туринского «Ювентуса» Пауло Дибала. Из-за стремительного распространения вируса среди игроков европейских футбольных клубов УЕФА сегодня приостановила все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов. И, как стало известно, у президента Бразилии Жаира Болсонару положительный результат на коронавирус, а вот футболист Ювентуса Пауло Дибала, напротив, не заразился. Об этом сам полузащитник написал в своем твиттере. «Инвестируй в добро». Под таким лозунгом в Бишкеке открылся первый социальный магазин. На прилавках товар, изготовленный пенсионерами, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями и другими мастерами из социально уязвимых слоев населения. С ассортиментом магазина ознакомилась Джазгуля Гимбердиева. Сумочка, она тоже на ручечке длинной, вот сумочка. И тоже она для небольшой мелочи, или для телефона также может служить. Это получается кожа натуральная все? Все из натуральной кожи. Аксессуары из кожи с разнообразным декором. Все это изготовлено руками двух пенсионерок. Одной 71 год, другой 64. Некогда это творчество было их хобби, а сегодня источник дохода. Мы живем, можно сказать, только на одну пенсию, уже овдовели обе на пенсии. Вот. И вот этот вот социальный магазин для нас просто подарок судьбы, в котором можно. Почему? Ну, потому что здесь цены невысокие, мы просто за свою цену сдаем этот товар. И, естественно, он, конечно, быстрее будет продан. Магазин Social Brands открылся всего неделю назад, а бабушки сегодня уже получили первую прибыль. В состав этих конфет входят такие злаки и витамины, как финики, чернослив, грецкие орехи, изюм, натуральный черный шоколад, кунжут. Эти конфеты из натуральных продуктов идеально подходят для тех, кто придерживается правильного питания. Идея их создания принадлежит девушке Умют, у которой ДЦП. По словам ее сестры Аяны, теперь вся семья участвует в маленьком бизнесе по изготовлению полезных конфет. Она очень рада, потому что, как она сидит дома, и ей уже надоело сидеть дома, знаете, это очень скучно. И она очень рада то, что может принести пользу не только себе и своим родным, да, готовя эти продукты, но и другим людям, и за очень, так сказать, выгодную цену. Весь ассортимент магазина – дело рук мастеров, оказавшихся по различным причинам в трудной жизненной ситуации и не имеющие возможность работать. Это многодетные семьи, онкобольные, выпускники детдомов, люди с ограниченными возможностями, матери, которые одни воспитывают детей и так далее. У каждого товара своя история. Идея, получается, магазина именно благотворительная. Именно благотворительная идея, да, потому что по предпринимательству, вы знаете, да, когда товар, допустим, заказываем откуда-то, накидывается 1 к 3, один и так далее, да, а здесь оставляется только 20% на содержание самого магазина и зарплату сотрудникам. Все остальные 80% уходят рукодельникам. Сейчас у магазина более 60 поставщиков, но потенциальных партнеров гораздо больше. Потому до конца текущего года планируется открыть еще 3 такие платформы. Параллельно с этим будут налаживать экспорт товара в зарубежные страны. Джазгуля Гимбердиева, Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Бишкек. Вы смотрели программу «Азия». Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами в понедельник. Я желаю вам всего доброго. До встречи. У моего ребенка аутизм был поставлен с раннего детства. Он вообще не разговаривал и говорил, что вообще никогда не заговорит. Ты понимаешь, что это необходимо для того, чтобы даже для того общения нужно владеть хорошо речью, красиво. Конечно. И говорят, что лечиться ему не надо, она лечит. Если вы добьетесь, и Олег выйдет из аутизма, он вас будет ненавидеть. Он будет ненавидеть, все правильно. Это ужасно. Встань на стул и крикни: я хочу быть мужиком! Я не знаю. Справедливость для MH17. В Нидерландах начался суд по делу крушения малазийского Боинга на Донбассе. Реакция международных и российских медиа. Обнуляй и властвуй. Путин нашел возможность остаться президентом еще на 2 срока. СМИ и Рунет обсуждают главную конституционную поправку.
Коронавирус не игрушки. Как французское издание для детей рассказывает об опасности